Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодняшний урок — это 20-й хадис, который приводится от Абу Хурайры, Абдурахман ибн Сахр, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, каля Аллаху Та'аля, кадзабани ибну Адам, валям якун ляху залик». Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Аллах Та'аля, сказал Всевышний Аллах. То есть такой хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит «сказал Аллах», называется хадис аль-Кудси или хадис ар-Раббани. Два названия есть: хадис аль-Кудси и хадис ар-Раббани. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит слова Всевышнего, однако эти слова не включены в Коран. Чем отличается Коран от хадиса Кудси? Тем, что хадис аль-Кудси, среди этих хадисов может быть мутаватир, то есть хадис, переданный многими путями, и хадис ахад, хадисы, которые переданы одним, два и более путями, но не достигшими уровня мутаватира, про который ученые сказали, что это хадис мутаватир. Мутаватир — это, как я сказал, это хадис, переданный многими путями, что даже человек, читающий хадис и сосчитавший эти пути, изучивший эти пути, не будет сомневаться, что это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Такой хадис называется мутаватир. А хадис, который не достиг уровня мутаватира, он называется хадис ахад. И среди хадис аль-Кудси есть слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые достигли уровня мутаватира, и есть, которые не достигли уровня мутаватира. Однако Коран, он так же, как и хадисы, передавался риваятами. Коран также передавался риваятами. Есть два вида сохранения Корана. Коран двумя путями сохранился. Первый путь — это иснад, посредством передачи от одного поколения другому поколению, учителя ученику, ученик другому ученику, называется иснад. И тем, что во времена сахабов была объединена в одну книгу. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как одна книга, она не была. У одного одна дощечка была, у другая дощечка, у третьего камень на камне было, у четвертого на коже было. Как такового печатность, не печатали книги, не переписывали книги. Не было еще в это время. Вот во времена Абу Бакра это началось и закончилось Усманом. Да будет доволен им Аллах. То есть двумя путями сохранился Коран. Это путь передачи и путь написания в виде книги. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля называет Коран Кораном, то, что собрано, или то, что читается. И также называет Коран аль-Китаб, книгой, указывая на то, что это путь сохранения. То есть этим путем Аллах Субхану ва Тааля сохраняет книгу. Но Аллах Субхану ва Тааля поручился не только сохранить Коран, но и сохранить сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне был дарован Коран и подобный ему». Это имеется в виду его сунна, его слова, его действия и его подтверждение, когда он проходился рядом с подвижниками и не говорил что-то против, и не говорил что-то за, а оставлял это без объяснения. И это называется такрир пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть подтверждение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этому действию. И вот хадисы, они тоже так же сохранились. Сначала хадисы, они передавались путем передачи сподвижника табиину, однако среди сподвижников также были, кто
попросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разрешения на записывание хадисов, как Абдулла ибн Амр. Он попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разрешения записывать хадисы, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ему. Однако большинство сподвижников не умело ни писать, ни читать, и он передавался посредством того, что это заучиванием. Однако заучивание их было очень сильным, как мы проходили на первых уроках, то, что про память арабов того времени говорится, что некоторые ученые говорили: я когда захожу на рынок, закрываю уши затычками, так как все, что я услышу, я запомню. Все, что... А на рынке что? Очень много разговоров. И поэтому затыкали свои уши затычками, потому что, проходя через рынок, все, что слышали, все запоминали наизусть. Вот такая память была в то время у арабов. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля именно послал своего пророка. Одной из мудростей того, что Аллах Субхану ва Тааля послал своего пророка среди арабов, это то, что вот у них была такая сильная память. Была сильная память. И вот к хадис Кудси возвращаемся. Если Кур'ан, второе, это то, что, читая Кур'ан, мы получаем за каждую букву награду. Однако за чтение хадиса аль-Кудси мы не получаем такую награду. Мы можем получить за то, что изучаем, награду за получение знаний, награду, если мы будем действовать по этому хадису. Однако за каждую букву, как за Кур'ан, мы не будем получать. Также мы знаем, что Кур'ан, когда читаешь, надо быть в тахарате, чтобы гусль был, чтобы вуду было. Однако чтение хадисов Кудси не требует этого. Не требует этого. Вот такие это есть разные. Хотя в обоих случаях пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, сказал Аллах, однако у них есть разница между этим. Некоторые ученые сказали, даже большинство ученых сказали, также из отличий между Кур'аном и хадис аль-Кудси является то, что хадис аль-Кудси это также то, что передалось от Джибрииля пророку, саллаллаху алейхи вассалям, однако передался только смысл, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этот смысл довел своими словами. Своими словами. А Кур'ан это как и смысл, так и слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Однако есть ученые, кто не согласны с этим мнением и сказали, что хадис аль-Кудси это также слова и смысл от Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что нет доказательства на то, что это передано смыслом. А слова от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как такового явного доказательства нет. А раз явного доказательства нет, а это из тех вещей, которые мы не можем додуматься сами и нуждаемся в этом, чтобы узнать это из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, только. Поэтому, раз нет таких слов, то значит мы не должны додумывать, и лучше говорить, что смысл и слова это от Аллаха Субханаху ва Тааля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каля Аллаху Тааля», и сказал Аллах Тааля Всевышний: «Кадзабани ибну Адам». Кадзаба, глагол кадзаба, это означает, что ты считаешь слова другого человека не соответствующими действительности, то есть считаешь их ложью, относишь слова другого человека ложью, к лжи, и считаешь их лживыми. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Кадзабани ибну Адам», счел ложными мои слова сын Адама, то есть часть сыновей Адама, не все сыновья Адама, так как все люди, среди людей есть и мусульмане, которые не считают слова Аллаха Субхану Тааля лживыми. Однако тут Аллах Субхану Тааля говорит: «Кадзабани», счел ложными мои слова ибну Адам, сын Адама. Почему Аллах Субханаху Тааля не сказал: «И счел ложными мои слова человек» или человечество, а именно сказал ибну Адам, сын Адама, сын Адама. Здесь есть мудрость, почему Аллах Субханаху Тааля не сказал человек, а сказал ибну Адам. Это та же мудрость, что
когда Аллах Субхану ва Тааля обращается к яхудам, не говорит «Я яхуд», а говорит «Я бану Исраиль», «О сыновья Якуба», Исраиля. У Якуба, алейхиссалям, было второе имя – Исраиль, раб Божий. И все время Аллах Субхану ва Тааля, когда обращается к яхудам, говорит «Я бану Исраиль». Почему он не обращается к ним яхуд, не говорит? А указанием в этом есть мудрость у Аллаха Субхану ва Тааля. Это как, например, ты видишь сына какого-то знатного человека и говоришь им, и увидел, что он сделал что-то не так, и говоришь ему: ты же сын такого-то, как от тебя могло исходить такое действие? Как от тебя могло выйти такое действие? То же самое Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я бану Исраиль», напоминает им: ваш же отец праведник, пророк. Как вы можете делать такие действия? Чтобы они призадумались, вспомнили свое прошлое и были праведными так же, как их был праведным их дед. Также был праведными, так же, как их дед. И также тут Аллах Субхану ва Тааля говорит: сочли ложью мои слова сыновья Адама. Почему сыновья Адама именно сказал? Потому что Аллах Субхану ва Тааля указывает: вы забыли, что ли, как я оказал милость Адаму, когда создал его в душу, дал ему душу и сказал ангелам склониться перед ним в земном поклоне. Почет, оказывая почет. И после этого человек приходит и считает Аллах Субхану ва Тааля слова Всевышнего лживыми. «Валям якун ляху залика». И это не должно было быть, говорит. И это не должно было быть. После того, как я столько сдал им, такую милость оказал их отцу, даруя им все время милости, оказывая также. И это не следовало ему делать. «Вашатамани». «Шатама» глагол, это значит говорить кому-то мерзкие слова, плохие слова. Шатама называют. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Шатамани». И в мой адрес человек сказал плохие слова. Шатама также это слова, когда говоришь про человека, приписываешь человеку какие-то недостатки, чтобы поиздеваться над ним. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Шатамани». То есть человек сказал про меня плохое. «Валям якун ляху залика». И это не должно было от него исходить. И это неправильно от него, вот это действие. Что касается такзибуху, то, что он считает, что касается того, что он считает мои словами лживыми, это то, когда он говорит: «Лян юидани кама бадаани». Он не вернет меня в то состояние, не вернет меня к жизни после того, как я стал мертвым, подобно тому, как он меня создал. То есть, говорят, да, они признают, что Аллах Субхану ва Тааля создал их, однако говорят, что Аллах Субхану ва Тааля не сможет возвратить, не сможет их возвратить заново к жизни. «Валяйса аувалюль халки би ахвани алейя мин иадатихи», говорит. Однако, первое создание, то есть когда я их создал, не является более легким, чем создать заново. То есть когда я первый раз создал их, это первое создание не является более легким, чем заново создать. Человек, когда такие говорит слова, он не думает разумом. Если возвратимся к человеку самому, чтобы человек создал из ничего, то есть у него нету идеи, нету плана никакого, ему надо что-то новое придумать, то он что делает? Он ищет идеи, ищет средства, чтобы выполнить эту идею, исполнить эту идею. И проводит очень много времени, чтобы придумать что-то. Очень тяжелый процесс также. И когда он, например, придумал, сделал, второй раз сделать ему легче,
Второй раз ему уже вот эту же вещь придуманную уже легче будет сделать. Или, например, что-то уже, например, чашка сломалась, разбилась, склеить эту чашку будет легче, чем новую чашку сделать. Потому что у него есть основы, к чему можно вернуться. И Аллах Субхану Тааля поэтому говорит, первый раз создать для меня не являлось более легким, чем вернуть вас обратно к жизни. Они для меня равны. Нет перед Аллахом Субхану Тааля, чтобы что-то было тяжелее чего-то. Как Аллах Субхану Тааля было легко создать в первый раз, в такой же степени он может также легко создать человека заново. Однако человек, который говорит, что Аллах Субхану Тааля не воскресит, что нету дня воскрешения, что людям не будут воздаяния за их действия, то этот человек, даже если он утверждает, что его создал Аллах, даже если этот человек верит в Аллаха и утверждает, что Аллах его создал, он как будто бы сказал, что Аллах Субхану ва Тааля создал небо и землю просто так играючи, просто так ради забавы. Однако Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах указывает на то, что Он создал, например, в суре Юнус, с 3 аята по 6-7 аят. Аллах Субхану ва Тааля указывает, говорит то, что и поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю в течение 6 дней. И потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, чтобы вы Ему поклонялись, потом вы после того, как проживете эту жизнь, вернетесь к Нему для воздаяния. И человек, который говорит, что Аллах Субхану ва Тааля не вернет меня, не воскресит, он как будто говорит, нет, ты создал это ради забавы просто так. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах указывает на то, что будет воскрешение. И то, что заново вернуть человека к жизни, это в логике человека, по логике человека, это более легче, чем создать из ничего, без плана, без примера. То есть по логике, если вернуться в разум логику, то легче же не первый раз создать, а потом заново, если у тебя уже есть пример, как надо делать, то по примеру легче делать, чем если у тебя нет примера. А если Аллах Субхану ва Тааля создал человека из ничего, при этом до этого человек не существовал, и ему это было легко, то есть достаточно было сказать «будь», и он стал, то заново создать, если по логике посмотреть, то это намного легче. Однако мы говорим, что у Аллаха нет такого, что что-то трудно, а что-то что легко. Перед Аллахом все равно. Однако это по логике человека, если Аллах Субхану ва Тааля в логику возвращает нам. Разум, чтобы мы разумом думали. Ва амма шатмуху ияя, а то, что касается, то, что он меня бранил, то, что он меня говорил про меня плохое, это то, что он сказал «Иттахадаллаху валяда», и взял себе Аллах дитё, ребенка. И Аллах Субхану ва Тааля взял себе ребенка. Однако Аллах Тааля говорит «Я аналь ахад». Есть у Аллаха Субхану ва Тааля имя аль-вахид, есть аль-ахад. Некоторые ученые говорят, между ними есть разница, так как если есть разница в построении слова, значит, есть разница и в смысле. Хоть это возвращается все к одному корню, однако раз строение слова не одинаковое, значит, смысл тоже должен быть разный. Потому что в арабском языке как такового абсолютных синонимов не существует. Всегда есть разница. Некоторые сказали, аль-вахид означает, что единственный в своей сущности. То есть нету подобного ему. А аль-ахад – это то, что нету никого, у которого были бы такие же качества, и был бы он без недостатков. То есть вот
Если аль-вахид это относится к его сущности, зат называется, то аль-ахад это относится к его качествам, сказали. И Аллах Та'аля говорит: «Аналь-ахад, я ахад, ас-самад». Ас-самад это означает то, что все нуждаются в нем. Все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Все в своей нужде обязательно возвращаются к нему. Для того, чтобы человек что-то сделал, что-то бы совершил, он всегда нуждается в Аллахе, чтобы Аллах Субхану ва Тааля даровал ему силу, возможности, причины. И вот это ас-самад, все возвращаются к нему. А он, однако, он ни в ком не нуждается. Вот это означает слово ас-самад. «Аллави лям алит ва лям улят». И я тот, который не был рожден, который не родил и не был рожден. «Ва лям якун ли куфуан ахад». И никто не равен мне, говорит, и никто не равен мне. То есть, когда человек приписал Аллаху сотоварища, или приписал Аллаху ребенка, что невозможно, так как получится, что произошло, Бог произошел, не был до этого и произошел, новым стал. А это не присуще такое качество Богу. Он извечный, потому что Бог должен быть извечным в своих качествах. А это произошедший новый. И потому что еще, если бы, как Аллах Субхану ва Тааля говорил, был бы один Бог, два Бога, три Бога, то это привело бы к фасаду, к разрушениям небес и земли. И потом также ребенка, человек, животное обычно у них появляется ребенок для того, чтобы продолжил путь отца. То есть, когда отец умрет, не станет его, чтобы тот был тем, кто заменит его. Однако Аллах Субхану ва Тааля извечный, он не нуждается в этом. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я не родил и не был рожден». А то, что касается «и нету никого мне равным», то, чтобы ребенок появился, нужна ему была бы супруга. И поэтому, а нет никого равным мне, чтобы была бы она мне супругой. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валям якун ли куфуан ахад», и никто не равен мне. Поэтому вот заново возвращаемся. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Аллах Всевышний: «Кадзабани ибну Адам», счел ложью мои слова сын Адама, и не является правильным для него это. Не является должным для него это говорить. После того, как Аллах Субхану ва Тааля такой почет Адаму оказал, аж ангелы склонились перед ним в почете. «Вашатамани», и сказал в мой адрес плохие слова. Это то, что приписал Аллаху Субхану ва Тааля ребенка или возвел до его уровня какого-то сотоварища. Однако Аллах, он ахад, ас-самад, тот, который не родился и не был рожден, и никто ему не равен. В риваяте Ибн Аббаса этого хадиса есть по-другому немного сказано, что касается его ругани по отношению ко мне, то есть его плохих слов по отношению ко мне, то это то, что он сказал, то, что у меня есть ребенок. «Васубхани», и я причист от того, чтобы избрать себе супругу, взять себе супругу или взять себе дитё, ребенка. Это уже в сборнике Бухари, вот это добавление есть. Следующий хадис от Абу Хурайры, радиаллаху анху, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также хадис кудси, сказал Аллах Та'аля: «Ю'вини ибну Адам». Если на русский перевести, то слово «адha» это означает, что наносить вред. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ю'вини», то есть, если грубо так перевести, наносит вред мне.
Однако правильно будет перевести, некоторые так и переводят, однако так нельзя переводить, потому что Аллах Субхану ва Тааля, мы своим поклонением не можем, никак не приносим пользы, и своими грехами, своими словами никак не приносим ему вреда. Однако этим самым мы сами себе наносим вред, и сами себе, если делаем поклонение, то себе только мы помогаем, оказываем помощь, пользу приносим как в этом мире, так и в другом. И своими грехами только мы приносим себе вред, как в этом мире, так и в следующем. Однако Аллах Субхану ва Тааля мы никакой вред и никакую пользу не приносим. Однако это означает то, что будет более правильным перевести это слово, это то, что он говорит в отношении меня то, что я не люблю. Вот так будет более правильным перевести. Он говорит по отношению ко мне то, чем я недоволен, и то, что я не люблю. И что это за слова? Что человек такое говорит, что Аллах Субхану ва Тааля не любит это? И он говорит, и опять же используется Ибн Адам, сын Адама. Ясуббу дахр, ругает время. Ругает время. Ва ана дахру, если грубо перевести, и я есть время. Однако это неправильный перевод, перевести правильно будет: и я есть тот, кто управляет временем. Я есть тот, кто управляет временем. Биядиль амр, в моих руках все дела, то есть изменения, все это. Аллах Субхану ва Тааля укаллибу лейль ван нахар, и я меняю ночь, заменяю днем день ночью, ночь днем. Это хадис в Бухари, Муслиме приводится. Когда человек отзывается плохо от времени, люди делятся на три категории. На три категории людей. Те, кто ругают время, они бывают трех категорий. Первая категория – это категория, которая была во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и назывались они дахрия, которые говорили: мы живем в этом мире, и нас убивает только и нас уничтожает только время. Нас уничтожает только время, и они говорили: каждые 36 тысяч лет Земля возвращается к тому, с чего начала. Каждые 36 тысяч лет Земля возвращается к тому, с чего началась. То есть вот это все повторяется каждые 36 тысяч лет. И они говорили, что вот это изменение в мире делает время именно. И поэтому ругали время. И говорили: нас уничтожает, мы старимся, вот это все изменения в мире, это все по причине времени. Вторая категория людей – это которые говорят, например, черный день или тяжелый день. И говорят, имеется в виду, что-то тяжелое произошло в этот день. Что-то тяжелое произошло в этот день. Они не говорят, что это время изменяет. Они верят, что Аллах изменяет это. Однако хотят сказать этим то, что в этот день произошло что-то тяжелое. И это разрешается по шариату. Как Лут сказал, и это Яуман Асиб сказал: тяжелый день, говорит. Тяжелый день, когда пришли ангелы. Потому что ему придут сразу что? Его народ пришел, увидев ангелов, мужчин. И он сказал: это, то есть, тяжелый день. Не имеется в виду, что время сделало это тяжелым, а имеется в виду, что в этот день я увидел тяжесть. Вот с этим смыслом, то это разрешается. В этом нет проблем. Третья категория людей, они не считают, что время изменяет, однако ругают время. Что за дурацкое время, что за проклятое время. И вот это, если первая группа людей – это ширк, все, которые делают, будет мушриками, потому что придали времени такое свойство управления миром, то третья категория, она не доходит до уровня ширка, однако это большой грех.
Однако это большой грех. Потому что кто управляет это временем? Кто тебе дал тяжесть в этот день? Или счастье в этот день? Это Аллах Субханаху ва Тааля. Если человек ругает это время, значит он как будто бы ругает того, кто именно создал эту тяжесть, эту радость в этот день. Следующий хадис, и на этом хадисе закончим. Это хадис от Абу Муса аль-Аш'ари. Он сообщает, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма ахадун асбара аля адha ясма'уху мин Аллахи та'аля яд'уна или яддa'уна лахул валада, thumма ю'афихим ва ярзукухум». Муттафакун алейхи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нету кого-либо терпеливей, чем Аллах. Нет никого более терпеливый, чем Аллах. Терпеливый по отношению к тому, что он слышит. То есть про него говорят, ему приписывают ложь, ему говорят, в его сторону говорят плохие слова, однако Аллах Субхану Тааля их не наказывает. Яддауна ляху валят или ядуна ляху валят, и также приписывает ему ребенка. Говорят, что Аллах Субхану Тааля, у него есть ребенок, или говорят то, что, например, мушрики говорили, ангелы являются дочерьми Аллаха. Однако он что делает? Он прощает их. Он прощает их и дает им пропитание. Он прощает их, несмотря на то, что говорят плохое, как мы сказали, то, что приписывают ему ребенка или делают ширк по отношению к нему. Так как вред нельзя нанести Аллаху, поэтому это и должны переводить как что? Говорят по отношению к Аллаху то, чем он недоволен. И он слышит это. Потому что когда, например, один человек про другого говорит, этот другой человек может услышать что тот сказал про него что-то плохое, а может не услышать. А Аллах Субхану Тааля нет уже такого. Он все слышит, он все знает, он все видит. И при этом он что делает? Не наказывает. Терпеливый здесь имеется в виду то, что он не наказывает их, а прощает их, дает им пропитание, дает им милости все равно. Вот на этом хадисе закончим. Есть еще одна книга, которую я хотел бы потом в будущем преподавать. Это книга Тазкира называется. Однако сама книга, там очень много, ее написал имам Куртуби. Там очень много выдуманных хадисов и историй. Однако были ученые, которые оставили только достоверные хадисы, и то, что именно принесет пользу, сократили книгу очень сильно. И эта книга Тазкира напоминание, и начинается это напоминание с болезни человека и до того, как он войдет в рай или войдет в ад. Полностью книга весь этот путь описывает. И как мы увидели тут, что является одним из очень важных убеждений, это убеждение воскрешения. Убеждение воскрешения. Чтобы мы не посчитали своим невежеством, своим пренебрежением. То есть, когда мы пренебрегаем, не готовимся к этому дню, не думаем об этом дне, то это больше похоже, как будто мы считаем, что эти слова Аллаха Субхану Тааля, где он во многих аятах Корана сообщает, то, что мы будем воскрешены, то, что будем возданы, и то, что за каждое свое действие, за каждое свое слово. И при этом мы это слышим, и ничего не делаем, не готовимся к этому пути.
то чтобы не быть похожими вот на этих мушриков, надо что? Вот про это больше изучать, так как это одно из очень важных убеждений является иман бияумиль ахир, то есть вера в последний день, Чем больше ты это будешь изучать, чем больше ты в это будешь верить, тем меньше будут тебя посещать мысли в молитве, тем больше, качественнее будет твоя молитва, твое общение с Аллахом, твой пост, твои другие поклонения. Почему мы слабы в намазе, почему у нас есть какой-то недостаток, мысли приходят в намазе? В чем эта причина? А причина в том, что мы не совсем осознаем важность молитвы. Может, мы знаем хадисы, но, однако, важность не осознаем не в этом мире, а важность его молитвы в судный день, так как это первый из дел, что будет спрошено. По нему будут равняться другие действия. И когда мы на намаз встаем, мы не думаем об этом. Почему? А потому что у нас есть пренебрежение по отношению к этой вере, к вере судного дня, к вере в воскрешение. Мы слабо верим в это. Мы пренебрежительны к этому. И поэтому вот появляются такие, то, что в намазе думаешь о чем-то постороннем, когда совершаешь поклонение, заходит рия легко. Вот из-за слабости вот в этом, в понимании, слабости в понимании, вот осознавания наших поклонений, как они нужны нам будут в судный день. Субханакаллаху ва бихамдика.